к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. На его полотнах белорусская природа не яркая, не броская, а за душу берет своей мягкостью, лиричностью, своей простотой, в которой столько красоты и вечной мудрости. Все знакомое, все близкое, родное, а смотришь на картины, и, кажется, все это видишь в первый раз. Минск, 30-е годы, предвоенный, послевоенный, середина 20-го столетия. Многое из того, что изображено на полотнах художника и графических листах, уже исчезло из нашей жизни, а в его работах осталось навсегда. Родная природа и родной город – главные темы его творчества. А творческое наследие художника – около 7000 работ, живописи и графики. И дело не в количестве, а дело в том, с какими чувствами и мыслями все это создавалось, с любовью. Потому что без любви ничего нельзя создать хорошего, настоящего. А он любил то, о чем нам рассказывал. Он – настоящий талантливый живописец и график Николай Дудчиц. Николай Васильевич Дудчиц – один из тех художников, кто пленен своим талантом. Так получается, что художники просто оказываются заложниками того дара, который им ниспослан. И они всю жизнь отдают дань этому дару. Его произведения, они все небольшого формата. Он вообще был мастером малого формата. И вот в малом можно сказать о многом и очень о большом. Он говорил о природе, он говорил о своей любви к природе. И не только в чистом виде к природе, но и к городскому пейзажу он питал особый интерес. Если бы не его военного времени этюды Минска, то вряд ли мы могли бы представлять, каким был Минск в военное время. Николай Васильевич был удивительным живописцем, уникальным живописцем. Он наделен таким даром чутья, гармонии цвета, гармонии колорита. Он это не столько понимал, сколько чувствовал и знал на каком-то генетическом уровне художника. Такие художники рождаются достаточно редко, чтобы быть жемчужинами. Среди множества белорусских художников,
среди множества тех художников, кто волей судьбы оказался в Беларуси. Потому что когда мы говорим о белорусских художниках, мы не имеем в виду национальность, а мы имеем в виду тех художников, которые создали фонд национальной культуры, независимо от своей собственной национальности. Так вот, Николай Васильевич как раз из тех художников, которые создавали этот фонд. И действительно, мастер малого размера, он создал огромное количество этюдов. И это этюды не как подготовительный материал, а как самоценные вещи, совершенно законченные произведения. Николай Васильевич истинный живописец. Он писал живую натуру и отображал ее так, как чувствовал. Учитель из уездного Новогрудского училища Василий Иваненко и акцизный чиновник Александр Бух, владелица Любчанского замка Лидия Фальцфайн, знаменитые педагоги и художники Альберт Бенуа и Николай Рерих. Это те люди, которые в разные периоды жизни Николая Дучица помогали ему советом и делом, помогали выявить в нем художника, выявить его талант. И он всегда с благодарностью вспоминал их. А впервые широкому зрителю своей работы он представил в 1913 году. Тогда в Новогрудке проходила уездная сельскохозяйственная выставка. Его работы вызвали очень живой интерес у публики, а газета «Минский листок» обратилась ко всем желающим и к тем, кто может помочь юному художнику, ему тогда было 17 лет, продолжить свое профессиональное образование. В 1925 году он принимает участие в первой всебелорусской выставке, а в 1935 состоялась его первая персональная выставка, на которой он представил много очень интересных, великолепных работ. В основном это были пейзажи. Тогда, в начале 30-х, самой главной темой в творчестве художников была индустриализация страны. И Дучица критики упрекали в том, что он слишком увлекается пейзажем и мало обращается к насущным проблемам. Он пишет несколько полотен. Они посвящаются мелиорации Полесья, а также такие картины, как «Партизаны», «Разоружение белогвардейцев» и несколько других работ. Но душа хотела другого, свежего дыхания природы, светлых красок, новых ощущений. Он потом никогда не писал портретов и сюжетных тематических композиций. Он писал природу. В 1940 году его работы были представлены в Москве в дни прохождения первой декады белорусского искусства и вызвали также большой интерес прессы и специалистов. В 1954 году состоялась его вторая персональная выставка, а в 1967 третья. Четвертая персональная выставка художника, посвященная его 80-летию, так и не состоялась. Это было в 1976 году. Тогда главной темой в творчестве многих художников было наше стремительное движение к вершинам коммунизма. И пейзажи Дучица как-то не вписывались в эту концепцию. Его светлые, тонкие работы, его пейзажи, они вне времени, они вне идеологии, потому что живая красота, природа – это ведь навсегда
это вечное. Дедушка был очень добрый человек. То есть все детство он прививал нам любовь к природе. Он вешал кормушки для птички. Он пытался нам привить вот даже какие-то такие незначительные мелочи, которые другой бы не замечал. Когда там птички прилетают кормиться, как они себя ведут. Он в палисадничке пытался привезти из леса елочку, папоротник. Мы жили в окружении всего этого живого. И он был очень добрый человек. С бабушкой никогда в жизни он на бабушку не повысил голос. А прожили мы вместе 10 лет. Он настолько был тактичный человек, добрый, мягкий. Он всегда работал. Часто ждала на улице, встречала, знала, в какое время он возвращается, с этюдником. Я бегала по улице и ждала, когда появится дедушка. И что он привезет, что он нарисует. Я его помню таким, что он каждый вечер сидел и работал. Работал. И на любой вопрос, конечно, он всегда находил ответ. С возрастом, когда вот уже стали взрослые, смотришь на картины, в них видишь то, что видел он. Вот его глазами смотришь на его работы. Наколькі я памятаю свайго дзядулю, то ён не толькі захапляўся прыродай, але вельмі захапляўся гісторыяй. Ну, пэўна, таму не выпадкова і я стала гісторыкам і археолагам. Вось, што тычыцца гісторыі, цікавасць у яго ў першую чаргу была да гісторыі Мінска. І вот нас з сястрой яны с бабулей водили на экскурсии по старому Минску и рассказывали, где что было ў 20-е годы, ў 30-е годы, какие будынки стояли. Вот такие моменты. И когда я уже училась в университете, я приходила до их и користалась библиотекой деда, потому что у яго было вельмі шмат книг по истории. Кожный раз, когда он приходил уже после майстэрні до хаты, он ішоў у сад и там працаваў. Дом стоял на вокзальной улице, где он прожил амаль 50 с нечым году в одном доме. И там вокруг сад, палисадник. Ну, такая зеленая улица была. Вельмі спокойный, заўсёды был, вельмі деликатный, вельмі працавіты. Ну, это заўсёды, колькі я памятаю за ўсе гады. Ён не толькі маляваў, але і показываў свои старые малюнки, что тычыцца менавіта гісторыі. И калі аказала, что якія у вас таленавітыя вот графічныя малюнки, то ён заўсёды адказваў, что это не талент, это праца. Только праца, все атрымоўваецца вот з гэтага. Отец художника
Василий Дучец был крестьянином, а его дед Самуил Дучец был писарем у пана. Он был выходцем из Сербии, правильно фамилия произносится как Дучич. Он участвовал в восстании Костуся Калиновского в 1863 году. Когда пан уехал с Мозырского края на Новогрудчину, он забрал с собой Самуила Дучица. Василий Дучец хотел дать образование хорошее своему сыну. И сначала мальчик учился у своего дяди-учителя в Троках, в Тракае, а потом в Новогрудском уездном училище. Потом, в 1914 году, он приезжает в Петербург, где учится в художественной школе. В 1916 году его призывают в армию, а в 1920 году он оказывается среди красноармейцев в Красной армии и участвует в знаменитом Варшавском походе. Он является бойцом конного корпуса, которым командовал легендарный Гай. А бойцы Красной армии были интернированы в Восточную Пруссию, в город Эрланген, и там Николай Дучец начинает писать маленькие акварельные работы. Эти работы он сдает в местный салон, и они идут на расхват. Потом через Эстонию он возвращается вместе с другими бойцами в Псков. Его просто потрясает архитектура этого старинного города. Он мечтает вернуться в Новогрудок, но по Рижскому договору Новогрудок отходит к Польше, и он остается в Минске, где работает заведующим отдела на железной дороге. Здесь он знакомится с девушкой, ее зовут Евгения Березовская. Она очень образована, начитана. Она закончила самую престижную московскую гимназию Головачевой. В 1924 году они поженились, а в 1927 году у них родился сын Владимир. Он очень много пишет Минск. Минск с его улочками, площадями, переулками, скверами. И он чувствует необъяснимое притяжение к этому городу, который становится для него родным. Художник попадает в неприятную, я бы даже сказал, опасную ситуацию. Одну из его работ приобрел польский консул. На ней был изображен костел. Его вызвали в НКВД и добивались признания в том, что в этом небольшом этюде была зашифрована секретная информация. Все обошлось, его отпустили. Во время войны Николай Дучец со своей семьей остается в Минске. Страшные годы оккупации. Он попадает в лагерь в Дроздах, потом его выпускают, и он устраивается на работу в городской отдел культуры. Дело в том, что те, кто не смог устроиться на работу, кто не работал, подлежали отправке в Германию. Но основным его занятием была живопись. Он очень много работает, пишет маленькие работы, прелестные совершенно пейзажи в скверах, парках, на окраинах Минска. Эти работы он обменивает на продукты. Таким образом он смог выжить. И, кстати, помог и другим своим знакомым именно таким образом выжить. В 1944 году, когда пришли наши, он прошел проверку в соответствующих органах, но вины за ним не было, его оставили в покое, и тут же он получил большой заказ. Это была серия живописных работ, которая называлась «Следы войны». Потом у него были и другие заказы. Но при всем при этом самой главной темой, конечно, в его творчестве оставался пейзаж, картины родной природы. И когда в 1956 году он ушел на пенсию, то он обратился к своему самому любимому жанру – лирическому пейзажу.
Николай Васильевич Дучиц ездил в 1957 году на творческую дачу в Тверскую область вместе с моим отцом Антоном Бархатковым. Это было прекрасное время. В то время на творческой даче собирался весь свет советской реалистической живописи. Мой отец рассказывал, что Николай Васильевич очень много работал. Просто он удивлял всех своим трудолюбием. Он каждый день приносил по 2, по 3 этюда. Он много писал писем своим родным и близким. А почта находилась в 2 километрах в деревне Валентиновка. И вот пока он заносил письмо на эту почту, он всегда приносил с собой какой-то очень красивый этюд. И все удивлялись, что просто даже вот в таких небольших походах он приносил с собой просто готовое произведение. Сейчас, глядя на его творчество, можно сказать одно, что он был певец белорусской природы, один из лучших художников, которые рисовали наш родной Минск. Это просто жемчужины в белорусском советском искусстве, так как Дучиц писал Минск. Война, разруха, разрушенный Минск, он пишет руины, он без конца их пишет. Сохранилось около 200 работ. Больших эпических полотен он не создал о Минске. Но ценность этих работ больше, чем большие полотна. И при этом он совершенно вхож в элиту белорусского искусства. Как художник, пейзажист, как художник-мастер. Его работы всегда наполнены страшной любовью к жизни. Он настолько знал природу, его изумительные эти речки. А какой лес? Так как лес писал Дучиц, наверное, в Беларуси никто такого не писал. Это же сказочно. Говорят, он знал, какая это птица поет, какое это дерево, какое это растение. Художник, влюбленный в жизнь. И это все отразилось в его полотнах. Николай Васильевич Дучиц с семьей в Минске жил на улице Вокзальной, в доме, который просто чудом уцелел во время военных бомбежек. А при доме был небольшой сад, в котором он очень любил работать. И жил он как-то не то что незаметно, а спокойно, тихо. Много работал, создавая рукотворную красоту. И никогда не выдавал свои произведения за шедевры. Работал спокойно и тихо. Он умер 3 сентября 1980 года от сердечного приступа. Его произведения находятся в музеях и частных собраниях Беларуси, России, Канады, США, Японии и в других странах. Все очень просто, все очень знакомо. Много света, тепла и душу тревожит. А раз тревожит, значит настоящее. А раз настоящее, значит сделано с любовью. А его любви хватало на все. Его любовь была безмерна к своей земле. Его любовь Николая Дучица. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли
сиреневых птиц к мысу радости, к скалам печали. Не поднять